Все самое важное и интересное за эту неделю. Знал, но поверил преступникам. Ухтинец лишился 6 миллионов. Закрыт для прохода. Администрация напоминает ухтинцам о ремонте моста. Третий возраст. Клуб «Активное долголетие» ждет в свои ряды. Профилактика с участием подростков. Противопожарный рейд с юными инспекторами. И марафон поздравлений. Педагоги Ухты отмечают День учителя. Смотрите прямо сейчас. В минувшую субботу после длительного перерыва в Ухте открыли гастрольный театральный сезон. Начался он с федерального проекта «Большие гастроли», в рамках которого Национальный драматический театр России, он же Александринский театр, показал постановку «Охота жить». Главную и единственную роль в моноспектакле исполнил народный артист России Сергей Паршин. Литературной основой его выступления стали архангельские сказы Степана Писахова, дневники Бориса Шургина, романы Шолохова «Они сражались за Родину» и «Шукшиная пришел дать вам волю». Особенностью каждого эпизода моноспектакля стала речевая передача материала. Однажды женщина после моего спектакля подошла ко мне, такая интеллигентная вся, седая, симпатичная женщина, и сказала: большое спасибо, я учитель литературы, спасибо вам за русский язык, спасибо вам за подобранный материал. Это очень ценно, это очень нужно сейчас нашим детям, нашему подрастающему поколению. Значит, я сразу для себя уяснил, что я работал не напрасно. Что-то оставил. Эмоциональная подача, говор, диалектные акценты – все это меняется в зависимости от характера героя, от имени которого вещает со сцены Сергей Иванович. Оно и понятно, помимо ролей в кино и работы в театре, Сергей Паршин – актер дубляжа. Он озвучил сотни героев, начиная от мыльных опер 80-х, 90-х и заканчивая современными мультфильмами Диснея. Так его голосом разговаривает Салли из «Корпорации монстров». Во время интервью, рассказывая о работе в озвучивании, артист показывает свои навыки, мимоходом перескакивая то на французский акцент, то разговаривая как носитель иврита. Я же слышу, как вы разговариваете. Ну что, вот так получилось. И латынь там, и поэтому немецкий язык. Ну, я слышу мелодику и как-то так. Недавно отдублировал документальный фильм о Диснее огромный. Есть Нева у нас студия, киностудия Нева. Там сейчас происходит преимущественно дубляж. Я там многих американцев, служащих, рабочих Дисней фильма озвучивал. Это документальная картина. Ну и «Звездные войны», сейчас вышел новый пакет, вот этот такой врисованный фильм. Я там оголтелый, вот этот автор, который вначале... тревога! Там эти скинхеды, они не скинхеды, джедаи, это вот, который в каждом фильме, вот этот оголтелый. Это я. Но в первую очередь Сергей Паршин все же актер в его классическом понимании. Обсуждая с ухтинскими журналистами современную культуру, отмечает: мы не эстрада, мы про искусство, про театр. Очевидно, поэтому он и приехал в дальний северный город с программой «Большие гастроли». Как отмечает руководитель этого проекта, «Большие гастроли» – это кровеносная система театральной жизни страны. Программа отвечает интересам и вкусам самой разной театральной публики. В Ухтинском МВД расследуют очередное дело о мошенничестве посредством мобильного телефона. На этот раз потерпевший потерял очень большую сумму – более 6 миллионов рублей. Действовали злоумышленники по давно известной и хорошо отработанной схеме. Звонок на телефон, представиться сотрудником банка, рассказать о попытке снятия средств со счета и сообщить о блокировке карт. Владелец карты испугался и обналичил все средства в ближайшем отделении банка. После чего, по совету фальшивого представителя финансового учреждения, он перевел все свои сбережения на якобы безопасные счета. После этого мужчине 1981 года рождения еще раз позвонили, сообщив о том, что операция прошла успешно, его деньги в безопасности
задолженности, а чтобы вернуть их на свои счета, нужно написать заявление в банке. Тут-то потерпевший узнал, что его провели. К слову, заявитель после сообщил правоохранителям, что слышал о подобной схеме мошенничества. Но, испугавшись за крупную сумму накоплений, все равно попался на их удочку. МВД напоминает жителям города, сотрудники банковских учреждений не звонят при попытке снятия денежных средств с карт. Если вы сомневаетесь, можете перезвонить по официальным телефонам номера банка. Но ни в коем случае не переводите деньги на неизвестные счета. Третий возраст. Так в психологии называют период активной жизни, который начинается с выходом на пенсию. И правда, пожилые, или правильно будет сказать зрелые люди, могут во многом дать фору молодежи. Но очень часто свои таланты, навыки и умения они откладывают в дальний угол. Не нужно этого делать, напоминают в территориальном центре соцобслуживания. Специально для таких зрелых, умных, творческих и активных тут существует клуб активного долголетия. Спортивные занятия, танцевальные и театральные кружки и занятия по рукоделию. Немалую важность имеет и так называемый клуб общения. Он способствует благоприятному психологическому состоянию участников. Также существует школа третьего возраста. Она основана на активном вовлечении пожилого населения в экономическую и политическую жизнь общества. Но самое востребованное – это у нас школа третьего возраста, где работают факультеты по различным направлениям. С учетом, опять же, сложившейся ситуации, мы в последние годы все больше внимания уделяем работе по информированию населения пожилого о всех способах и видах мошенничества. Также в школе работает литературная гостиная, проводят встречи с интересными людьми, а также с представителями, к примеру, сферы ЖКХ, то есть решают какие-то бытовые проблемы и вопросы. Все это помогает ухтинским пенсионерам активно социализироваться, чувствовать себя нужными и попросту жить полной жизнью. Участником клуба «Активное долголетие» может стать каждый. Телефон для справок 74 32 07. В Ухте прошел очередной профилактический рейд, направленный на предотвращение пожаров. Как отмечают инспекторы пожарного надзора, тема не теряет актуальности, статистика по возгораниям не падает, а значит, напоминать населению о мерах безопасности нужно постоянно. К этому рейду привлекли и общественников, юных инспекторов, проходящих базовое обучение пожарного спасателя в дружине для детей и подростков «Барс». Школьники совместно со взрослыми раздали памятки. Мы сегодня привлекаем именно детей как такой позитивный пример в области соблюдения всех требований, для того, чтобы остальные их сверстники и взрослые, посмотрев на них, стремились к уровню знаний по пожарной безопасности и к соблюдению. По мнению пожарного надзора, эти памятки должны изучить как взрослые, так и дети, всей семьей зазубрить правила, не оставлять нагревающиеся предметы типа обогревателей, утюгов и чайников включенными без присмотра, а в частных домах и на дачах следить за исправностью печного оборудования. Как правило, вышеперечисленное и становится причиной пожаров в муниципалитете. Администрация Ухты напоминает жителям города о том, что мост возле автовокзала к ухтинской стоматологии закрыт для эксплуатации. В последнее время участились случаи пользования пешеходным мостиком через реку Чебью, несмотря на то, что он в данный момент реконструируется. Всем горожанам напоминают, что нахождение на конструкции, монтаж которой еще не закончен, имеет реальную опасность. Планируйте маршрут своего движения иначе, не рискуйте своим здоровьем. Педагоги Ухты отмечают свой праздник. Ежегодно в России и ряде стран в начале октября празднуют День учителя. День мудрости и знаний, день одной из самых важных профессий. Мы поздравляем наших уважаемых педагогов с датой и желаем им профессиональных достижений и талантливых учеников. Дорогие работники отрасли образования, примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником. Труд учителя не хочется назвать работой. Ведь это настоящее призвание, профессия, в которую идут только неравнодушные люди с большим сердцем и открытой душой. Педагоги не только обучают своих воспитанников, но и прививают им жизненные ценности, делятся своей мудростью
и становятся примером для подражания. Сегодняшние ухтинские учителя – достойные преемники ветеранов отрасли образования, сохранившие высокие стандарты обучения и при этом открытые для современных технологий и новых методик в образовательном процессе. Благодаря высокой квалификации и профессионализму педагогов ухтинские школьники – частые победители всевозможных олимпиад и конкурсов, а число медалистов среди выпускников ухтинских школ растет из года в год. Дорогие учителя, я от всего сердца желаю вам прекрасного настроения, творческого вдохновения, неиссякаемого оптимизма и энергии для осуществления всех ваших планов. Пусть всегда светятся благодарностью глаза ваших учеников, и профессия, которую вы выбрали, делает вас счастливыми. С праздником, дорогие работники отрасли образования! Уважаемые коллеги, дорогие друзья! В преддверии праздничных мероприятий, посвященных работникам отрасли образования, мы открываем марафон поздравлений. Прошлый год был для нас юбилейным. Мы с вами сделали очень много. Мы открыли музей отрасли образования. За многие годы издали первую книгу становления и развития нашей отрасли. 1 сентября в этом году мы открыли мемориальную доску, посвященную педагогам, участникам Великой Отечественной войны. Я искренне рада поздравить вас с праздником. Желаю вам вдохновения, новых интересных идей. Пусть воспитанники и ученики вас только радуют. Пусть ваша жизненная позиция дает желаемые результаты и развитие, даря прекрасные перспективы. Здоровья вам и счастья, дорогие коллеги! Дорогие педагоги, ухтинское образование всегда было, есть и будет флагманом в Республике Коми. И это становится возможным благодаря нашим с вами совместным усилиям. Мы научились выигрывать гранты. 2 гранта президента Российской Федерации получены нами в этом году. Совместно с министерством мы разработали и реализуем проект «Кванториум», который вот уже совсем скоро распахнет свои двери для маленьких ухтинцев. Сегодня в Ухте работает очень много педагогов с большим стажем работы, и они охотно делятся своим опытом с молодыми специалистами. Тем самым мы первые в республике начали реализовывать целевую модель наставничества. Искренне вас поздравляю с нашим большим праздником. Желаю всем нам оправданных надежд. И самое главное, чтобы в основе всех наших результатов лежала любовь к тем маленьким детям, к которым мы приходим каждый день. Уважаемые работники отрасли образования, дорогие члены профсоюза, многоуважаемые ветераны, наступила осень, начался новый учебный год. Образовательные учреждения нашего города приветливо распахнули свои двери. В преддверии наших профессиональных праздников, Дня дошкольного работника и Дня учителя, хотелось бы поделиться нашими достижениями и успехами, которые стали возможны благодаря нашей с вами совместной работе и, безусловно, вашей повсеместной поддержке. В 2019-2020 году наша организация профсоюза стала одной из пилотных площадок Республики Коми по внедрению электронных профсоюзных билетов. Предварительная работа уже проведена. Первая партия профсоюзных билетов уже получена, и они в скором времени будут вручены всем членам профсоюза. В марте 2020 года было подписано трехстороннее соглашение между администрацией МОГУ Ухта, Управлением образования и Ухтинской городской организацией профсоюза. Продолжается активная работа по подписанию коллективных договоров в образовательных учреждениях. Также активно продолжает работу молодежный совет, созданный при городском комитете профсоюза. И мы надеемся, что в этом году в его ряды успешно вольются молодые, креативные и творческие педагоги. Дорогие друзья, наша профсоюзная организация работает вместе с вами, и мы работаем для вас. Разрешите мне от имени городского комитета профсоюза, президиума и от себя лично поздравить вас с приближающимися праздниками, пожелать вам новых творческих побед и свершений. Удачи, благополучия вам и вашим семьям, крепкого здоровья, берегите себя, с праздником! В канун важного и доброго дня в календаре профессиональных праздников работников отрасли образования хочется отметить, что муниципалитету удалось достигнуть стопроцентной доступности дошкольного образования. В дошкольных образовательных организациях охват дополнительным образованием составляет более 50%. Оказывается, более 600 дополнительных образовательных услуг.
помощь родителям в детских садах функционируют консультационные центры. Наши педагоги постоянно становятся призерами и победителями конкурсов различного уровня, и регионального, и федерального. Мы гордимся ими. Этот праздник – замечательный повод выразить искреннюю признательность и благодарность за ваш труд. Важно, чтобы в наш стремительный век профессия дошкольного педагога не потеряла особую значимость и уважение в современном обществе. Мы благодарим вас за верность профессии. Уверены, сегодня прозвучат миллионы благодарных слов в ваш адрес. Надеемся, что нам с вами удастся повысить уровень качества дошкольного образования нашего города, а значит качество жизни наших маленьких ухтинцев. Уважаемые педагоги и работники отрасли образования, от всей души поздравляем вас с профессиональным праздником. Вся ваша жизнь – это обучение и воспитание наших детей. Желаем вам уверенности и оптимизма, крепких сил и здоровья, отличного настроения и бодрости духа, чтобы воспитывать и учить самых умных, талантливых и достойных в мире детей. В 2020 году за многолетний добросовестный труд в сфере образования награждены ведомственными наградами Министерства просвещения Российской Федерации 38 работников образовательных организаций нашего города. Именно благодаря таким людям, как вы, отрасль образования города Ухты заслужила достойную репутацию. Спасибо вам, учителя, за верность школе навсегда. За выдержку, самоотдачу, за знания удаленную подачу. За ВПР и за ОГЭ, за аттестаты без ОГЭ. За ГИСО и О1 за все мы вас благодарим. Коллеги, давайте ж творить, созидать. И в ногу со временем дружно шагать. Учить креативно. Любить свое дело. И труд свой нести достойно и смело. Уважаемые коллеги, вместе с вами за прошедший учебный год мы достигли больших результатов. 3 школьные команды стали призерами республиканского чемпионата среди школьных команд по интеллектуальной игре «Что, где, когда». Один из волонтерских отрядов нашего города вошел в число 500 лучших команд России по итогам конкурса «Добро не уходит на каникулы». Руководитель военно-патриотического клуба стал обладателем премии правительства Республики Коми за активное участие и вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи. Учебным заведениям за летний период, несмотря ни на что, удалось организовать временную занятость для более 800 обучающихся. Дорогие коллеги, мы искренне благодарим вас за сотрудничество. Мы благодарим вас за неравнодушное отношение к делу, за ответственность и оперативность. Желаем вам творческого поиска, Удачных находок. И, конечно же, отличных свершений. Дорогие педагоги, коллеги, мы поздравляем вас с наступающим Днем дошкольного работника и Днем учителя. Минувший год принес нам очень много интересных событий. Ухта стала лидером, победителем во многих республиканских конкурсах. Это и классный руководитель, и пси-перспектива, и за нравственный подвиг учителя. Ухта не первый год лидирует и в республиканском этапе всероссийских предметных олимпиад школьников. И наша команда вам желает успешного профессионального развития, новых начинаний и новых удивительных открытий, Новых интересных проектов, профессиональной популярности, признания и одобрения. А главное, вам и вашим семьям крепкого здоровья, семейного благополучия. С праздником!